За день до выселения в Казахстан, Киргизию и Сибирь всего чеченского и ингушского народов во всех селах и городах тогдашней Чечено-Ингушской автономной республики все взрослое мужское население было собрано в клубах, кинотеатрах, больших залах учреждений и предприятий, якобы на собрание по вопросу международной обстановки в условиях Великой Отечественной войны против гитлеровской Германии. Надо помнить, что в то время телевидения не существовало, а радио в селах отсутствовало, газет не было. Народ знал только то, что до него доводила власть, поэтому насильно загонять не надо было. Народ шел сам за информацией. Под разными предлогами мужчин задержали до глубокой ночи. Власти ждали, когда население заснет, а затем всех арестовали и вывезли в районные центры. Во всех семьях еще за месяц расселили по 2 солдата, якобы для охраны от бандитов, а на самом деле для изучения населенных пунктов и с целью получения доверия от населения. У нас жили 2 молодых солдат. Они знали, что нас будут выселять. Разглашение тайны для них кончилось бы расстрелом. Тем не менее, за несколько дней до выселения они раскрыли тайну моей матери, видимо, потому что она была русской, а может из-за сострадания к людям. Мама, рискуя быть расстрелянной за паникерство, рассказывала всему селу по секрету, чтобы готовились. Никто в выселение не верил, и людей можно было понять. Шла война. Каждый солдат, каждый железнодорожный вагон был на строгом учете. Заняться вывозом чеченцев и ингушей в отдаленные районы Советского Союза – дело чрезвычайно тяжелое, даже в мирное время. А тут война. Но для палача нашего и многих других народов, Сталина, не было трудностей, когда надо было уничтожить целые народы. Примерно в 5 часов утра все дома всех сел были окружены военными. Нам дали на сборы 10 минут. Разрешили брать все, кроме огнестрельного и холодного оружия. А что можно было взять в горах, когда каждая семья имела много детей? Сажали детей на сани и брички, у кого они были. Закутывали их во все, что было теплое. В лучшем случае брали мешок кукурузы или кукурузной муки. У кого не было гужевого транспорта, шли без ничего, взяв на руки детей. Старики не помнили на своем веку такого обильного снегопада. Высота снега была не менее метра. Я помню все до мелочей. Мне было 8 лет. Уже в зрелые годы, вспоминая все это, я понял всю трагедию этих дней. Пользуясь тем, что все взрослое население накануне было арестовано и вывезено, военные оскорбляли, унижали стариков и женщин за малейшую нерасторопность. Не зная, куда везут, на какое время, люди развязывали скот и выпускали из сараев, чтобы не подох с голоду. Отвязывали собак с такой же целью. Собаки бросались на военных, но тут же падали замертво от автоматных очередей. Скот выл, выли собаки, женщины плакали, издавая душераздирающие вопли, проклиная военных и власть. Стоял сплошной рев. Дорогой потомок, все это испытал,
Все это испытал твой народ 23 февраля 1944 года. Ровно 24 часа нас продержали рядом с селом перед непрерывно падающим снегом. Великое горе народа. Передать словами этот ужас невозможно. На следующий день кое-как добрались до Шатоя. Там мы встретились с арестованными накануне взрослыми родственниками. Тут же стояли американские автомашины, студебеккеры. Кузова автомашин забивали до предела. Много случаев было, полсемьи сели, а вторая половина семьи не поместилась. В Грозном на вокзале все разыскивали своих членов семьи, чаще всего находили друг друга. Погрузили нас в грузовые вагоны, где заранее были изготовлены двухъярусные нары из досок. Туалетов в вагонах не было. Мужчины проламывали в углу вагона доски. Это было как туалет. Женщины закрывали простынями женщин. Мужчины забивались в противоположный угол вагона, чтобы не так стыдились женщины. Сколько женщин умерло от разрыва мочевых пузырей. Не каждая могла воспользоваться таким туалетом от стыда. Мертвых на станциях выносили сопровождающие сотрудники НКВД. Да смилостивится Аллах над Абдул-Каримом Булатовым, Аллах дал гешвейцун, Аллах дал итамбойцунах. Пусть его слова и воспоминания на тот момент 8-летнего мальчика дойдут до представителей нашего народа, и пусть они станут известны всему миру. Благодарю вас за внимание. До свидания. Адекёл Маршайл.